Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе «В эти дни 25 лет назад. Хроника победного сентябрьского наступления 1993 года». О готовности праздничных мероприятий президент провел совещание с членами Госкомиссии по подготовке к празднику Победы. Рифмы на Рице в Абхазии открывается первый абхазо-адыгский литературный фестиваль. Приближается главный праздник нашей страны – День Победы и независимости Абхазии. 25 лет назад, 30 сентября 1993 года, абхазский народ одержал победу в кровопролитной войне. А 16 сентября началась последняя наступательная операция абхазской армии, вошедшая в историю под названием «Сентябрьское наступление». Именно этому победному наступлению и посвящена рубрика «В эти дни 25 лет назад», в которой мы с сегодняшнего дня до 30 сентября будем каждый день рассказывать о том, что происходило в эти дни на фронтах Отечественной войны народа Абхазии 25 лет назад. 16 сентября на Восточном фронте абхазские подразделения, получив боеприпасы и дополнительное вооружение, действуя по общему плану, атаковали позиции противника в селах Араду, Цагера, Ахалдаба и в районе Кадорского моста. Задача была выполнена, центральная автотрасса была перерезана. На Гумистинском фронте форсирована река Гумиста. Успешной атакой было освобождено село Нижний Каман. Установлен контроль над Верхнегумистинским мостом. Взят под контроль берег Гумисты от мраморного цеха до подножья горы Цугуровка возле объездной дороги. От Нижнегумистинского моста абхазские отряды выдвинулись вперед на 500-600 метров. Противник провел контратаку и добился тактического преимущества на данном участке. Но абхазские бойцы через Нижний Каман вышли к Сванской башне и недалеко от нее заняли позиции. Освобождены села Одыщ и Верхняя Линда. Абхазские отряды освободили развилку Одыщ-Гварда. 17 сентября противник был выбит со своих позиций перед Нижнегумистинским мостом. Продолжая наступление, части абхазской армии дошли до дачи Гречка. Освобождена Бырцха, а также населенные пункты Лекухона и Верхний Киласур. В этот же день министр обороны России Павел Грачев встретился с Владиславом Марзенбо. Переговоры шли о прекращении наступления абхазской армии. На требования абхазской стороны обеспечить выполнение Сочинских соглашений грузинской стороной Грачев заявил, что Россия не может контролировать действия Шеварднадзе. Со своей стороны Шеварднадзе заявил о том, что некие мятежные генералы срывают выполнение соглашения. Шеварднадзе повторно объявляет о всеобщей мобилизации в Грузии. Как и предыдущие мобилизации, это также провалилось. Грузинский народ не желал погибать за территориальную целостность Грузии. Сегодня президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание комиссии по подготовке к празднованию 25-летия Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. О том, какие праздничные мероприятия готовятся, подробнее расскажет Ирина Аршба. Главный праздник – День Победы в Отечественной войне народа Абхазии наша страна будет отмечать уже совсем скоро. Основные мероприятия пройдут 30 сентября, но всю предпраздничную неделю в Абхазии будут вспоминать и чествовать героев войны. 25 сентября в Сухуме состоится съезд победителей. Как было решено на совещании, съезд пройдет в зале заседаний Кабинета министров. Здесь же ветераны-участники съезда будут награждены медалями за победу. В первую очередь медалями за победу будут награждены семьи всех погибших защитников Отечества. Начнем с того, что будут награждаться те семьи, те родители, чьи сыновья погибли. А в последующие дни все те структуры, которые должны будут этим заниматься, мы им определим эти задачи, и они, каждый в своем районе, в каждой своей структуре проведут эти награждения. 26 сентября в Центральном выставочном зале Сухума откроется фотоэкспозиция, а 27 сентября столица нашей Родины будет отмечать 25-летие со дня освобождения. Подготовлен ряд праздничных мероприятий. 29 сентября в Ачамчире торжественно откроют памятник защитникам Отечества. Здесь же во Дворце культуры состоится праздничный концерт. В День Победы и независимости 30 сентября главным событием и ярким зрелищем станет военный парад. Поэтому основное внимание членов комиссии
комиссии касается организации именно этого мероприятия. Первыми по площади Свободы пройдут ветераны. Бессмертный полк будет организован и в этом году. Более 1500 человек с фотографиями недоживших до Дня Победы героев пройдут по площади Свободы, сообщила председатель Ассоциации женщин-инвалидов, участниц Отечественной войны народа Абхазии Лариса Тарба. В параде Победы примут участие и школьники. По словам заместителя министра образования и науки Медеи Ченгелия, 400 школьников усиленно готовятся к этому событию. 3 коробки юных спортсменов и танцоров порадуют всех красочным выступлением. Рауль Хаджимба обратил особое внимание на вопросы обеспечения безопасности. Соответствующие поручения даны МВД и СГБ республики. Координация работы поручена советнику президента Леониду Дзябшпа. Я просил бы с начала проведения всех этих мероприятий, начиная от возложения венков у мемориала Владислава Григорьевича, у мемориала Славы, а последующие мероприятия уже на площади, вся организация работ, связанных с обеспечением вопросов безопасности, это МВД, это служба государственной безопасности, это государственная служба охраны и другие подразделения, которые будут вовлечены в эти процессы, Леонид Дзябшпа будет заниматься координированием всех этих работ. Вместе с ним проговорить все вопросы там, где это нужно. На празднование Дня Победы и независимости в Абхазию ожидается приезд множества гостей из ближнего и дальнего зарубежья. Члены госкомиссии также обсудили вопросы их встречи и размещения. Ирина Аршба, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Национальный банк Абхазии объявил о выпуске памятной банкноты Владислава Арзенба номиналом 500 апсар. Это 5000 рублей, посвященный 25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. Об этом сообщает официальный сайт Нацбанка Абхазии. На лицевой стороне банкноты изображен портрет Владислава Арзенба, под которым есть надпись «Владислав Арзенба». На заднем плане изображены абхазские воины, поднимающие знамя победы. На оборотной стороне банкноты изображена карта Абхазии, а также силуэт архитектурного комплекса столицы Абхазии на фоне символической крепостной башни с государственным гербом Абхазии и надпись на абхазском языке «Нагдара Акузайт Апсанра». Дата ввода банкноты в обращение 29 сентября. Размер купюры 150 на 65 мм. Тираж 10 тысяч штук. Банкнота выполнена в коричнево-зеленых тонах, изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета. Художники банкноты Батал Джапуа, Тимур Кайтан. Приобрести банкноту можно в коммерческих банках Абхазии с 30 сентября. На параде Победы в Отечественной войне народа Абхазии у личного состава Министерства по чрезвычайным ситуациям республики будет новая форма. Об этом сообщает Апснепресс со ссылкой на начальника пресс-службы МЧС Мизана Ломия. Новое обмундирование поступило в МЧС в количестве 230 комплектов. Это головные уборы, майки, кители, брюки и ботинки. Новая форма распределена по районным подразделениям МЧС Республики Абхазия. В нее, в частности, будут одеты сотрудники МЧС, принимающие участие в военном параде в честь 25-летия Победы. Новое обмундирование приобретено на бюджетные средства. В Абхазии начался первый абхазо-адыгский литературный фестиваль «Рифмы на Рице», который посвящен 25-летию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 90-летию со дня рождения народного поэта Кабардино-Балкарии, заслуженного деятеля культуры Абхазии Заура Налоева. Открылся фестиваль встречей за круглым столом в Агу. Саид Джарсаля продолжит тему. Перед открытием первого абхазо-адыгского литературного проекта «Рифмы на Рице» участники фестиваля возложили цветы к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, расположенной на территории Абхазского государственного университета. Одно из первых мероприятий в рамках проекта – круглый стол «Абхазо-адыгское единство. Литературный акцент» с участием литературоведов Абхазии и Кабардино-Балкарии. Инициаторы данной встречи творческой интеллигенции – вдова генерал-лейтенанта Султана Сосналиева Любовь Сосналиева и поэтесса Зарина Канукова. Литературный проект «Рифмы на Рице» направлен на сохранение языка культуры абхазского и адыгского народов. Участниками круглого стола также было отмечено, что фестиваль должен стать ежегодной площадкой для встреч, где будет обсуждаться результат совместной работы по анализу и популяризации произведений абхазских и адыгских авторов. Уже во вторник литературная встреча-фестиваль с участием литераторов, поэтов и актеров Кабардино-Балкарии и Абхазии пройдет на озере Рица, на бывшей даче Сталина. Вы начали колоссальную работу по
по возрождению наших культурных взаимосвязей. Это надо уметь оценить, это надо поддержать на всех уровнях. Я думаю, что этому могут позавидовать другие республики, другие государства, потому что это редко где проводится такое. Так что я поздравляю вас с открытием фестиваля. Фестиваль будет проходить с 17 по 19 сентября и включает в себя литературные вечера, лекции, мастер-классы по вышивке традиционных костюмов. Организаторы проекта — Кабардино-Балкарская региональная общественная организация «ЖАН» при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии. Саиджар Саля, Артур Каландия, Абхазское телевидение. Тем временем в Абхазском государственном университете сегодня начался новый учебный год. В этом году в 8 факультетов университета по разным специальностям поступили 553 студента из всех городов и районов Абхазии. График учебы остался прежним, занятия начинаются с 9 утра. Я ждала начала учебного года, также я волновалась, потому что школа и университет – это две разные вещи, это новый этап в нашей жизни, естественно. Конечно же, мы психологически настроились к этому всему, будут трудности, но я думаю, что мы все справимся с этим. В первую очередь мы пришли сюда со знаниями, чтобы стать специалистами в своей сфере. И, конечно же, все мы хотим построить потрясающую карьеру, и мы ждем от учебы то, что она нам даст эту возможность. Пока что огромный интерес ко всему, это все новое для нас. Мы знакомимся с преподавателями, с системой университетской. Пока что все устраивает. В минувшие выходные на территории Абхазии порывы сильного ветра повалили деревья на высоковольтные линии электропередачи, что повлекло обрывы проводов и частичное повреждение опор. В связи с этим были обесточены 4 района Абхазии. Специалисты Черноморэнерго 2 суток устраняли последствия аварии. Сейчас электроснабжение полностью восстановлено. Шквальный ветер, ливень и падение деревьев стало основной причиной аварии на высоковольтной линии 220 Очамчира. В связи с этим без электричества остались Гагарский, Гудаутский, Сухумский и частично Гулрыбские районы. Специалисты Черноморэнерго незамедлительно выехали на место происшествия для устранения последствий аварии. Основная часть всех аварий была связана с падением деревьев. Сразу озвучу причину. Нам не всегда и не везде дают возможность справляться с этими деревьями, их обрезать или пилить эти деревья. Это связано с огромным количеством согласований как с частными лицами, так и с различными государственными структурами. В связи с этим, когда появляются такие аномальные у нас осадки и аномальная стихия, все эти деревья и ветки, они попадают на линии электропередач. Самый большой ущерб стихия нанесла Гулрыбскому району. Здесь были повреждены воздушные линии 3 классов – высшего, среднего и низшего. Локализовать все аварии, связанные с распределительными сетями, за один день не удалось. И в воскресенье до позднего вечера под проливным дождем несколько бригад Черноморэнерго продолжали осуществлять необходимые работы для скорейшего восстановления электроэнергии. Сегодня уже не только бригады Гулрыбского нашего филиала, но и Очамчирский филиал подключился для локализации всех этих проблем и вопросов. Естественно, не считая ресурсов центральной структуры РУП Черноморэнерго. Я хочу поблагодарить непосредственно работников РУП Черноморэнерго. В первую очередь это руководителя Гулрыбского филиала Нодара Владимировича Чагава и, конечно же, руководителя Очамчирского филиала это Ахуба Беслана Мироновича. Спасибо за их оперативную работу. Уже к вечеру 16 сентября аварии на высоковольтных линиях 220 и 110 киловольт, произошедшие в результате стихии, были полностью устранены и восстановлена подача электроэнергии во всех районах Абхазии. Аля Катрапш, Артур Каландия, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью возможен кратковременный дождь с грозой, днем без осадков. Температура воздуха ночью 13-18, днем 21-26 градусов. Температура морской воды 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.